Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Совет Федерации разрешил использовать российские войска за рубежом. Бомбардировщики наносят первые авиаудары по целям в Сирии. США ввели санкции против лидеров исламского государства, их финансистов и сторонников. И спорные территории. В России на Валааме местные жители и администрация монастыря пытаются разобраться, кому же принадлежит остров. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени. В пражской студии Екатерина Кочкина. Здравствуйте. Россия начала военную операцию на территории Сирии. Российские самолеты нанесли первый авиаудар по сирийской провинции Хомс. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что удары наносятся по военной технике, узлам связи и складам оружия группировки «Исламское государство». Удар авиация нанесла через несколько часов после единогласного одобрения Советом Федерации использования вооруженных сил России за рубежом. А глава администрации президента Сергей Иванов на выступлении в Совфеде заявил, что речь идет только о воздушной операции, и ввод наземных сил не предусмотрен. С терроризмом, конечно, бороться надо. Надо объединять международные усилия, но при этом желательно соблюдать нормы международного права. Я говорю так, желательно, конечно, необходимо соблюдать нормы международного права. И в этой связи, опять-таки, принципиальное различие в нашем подходе и в подходе наших западных партнеров заключается в том, что они не соблюдают международное право, а мы соблюдаем. О том, какие цели преследует Кремль, настойчиво оказывая поддержку правительству Асада и официально начиная военную операцию в Сирии, рассуждает политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Путина должен вдохновлять пример Сталина. Участие СССР в войне Запада с мировым злом нацизма позволило после победы сохранить в составе Советского Союза 3 оккупированные страны Балтии, часть Финляндии и взять под контроль Восточную Европу. За воздушные удары по террористам ИГИЛ Кремль рассчитывает получить от Запада, если не снятие санкций, то их смягчение. Продолжится и приручение западных демократий к тому, что Крым является де-факто российским. Одновременно Путин отвлекает свою возбужденную на Донбасской войне аудиторию в России. Ура патриотам будут предъявлены победы русского оружия в Сирии. Ну а особо озабоченные войной контингенты можно перебросить в Сирию, повоевать в знакомом статусе так называемых добровольцев. Тему Сирии продолжат наши американские коллеги. Игорь. Спасибо, Катя. Накануне первых авиаударов Москва потребовала, чтобы США прекратили полеты над Сирией, которые осуществляются в рамках операции коалиции против ИГИЛ. Американские военные, однако, заявили, что запрос не будет удовлетворен. Между тем, глава Пентагона Эштон Картер распорядился открыть линию связи с российским военным ведомством по сирийскому вопросу в соответствии с договоренностью, достигнутой президентами США и России на встрече в Нью-Йорке. И госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу MSNBC заявил, что в среду он планирует провести очередную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Керри, США и Россия договорились по некоторым фундаментальным принципам в отношении Сирии. Обратим внимание, что приказ о нанесении авиаударов был отдан российским военным только после блицкрига Владимира Путина на Генассамблее ООН. Эксперты отмечают, что Кремлю было важно заручиться одобрением своего плана со стороны международного сообщества. Роман Мамонов продолжит тему. Выступление президентов США и России на Генеральной Ассамблее ООН, состоявшиеся позже переговоры и встречу на приеме Пан Ги Муна журналисты и политологи окрестили не иначе, как дуэлью, в каковой неизбежно должен быть победитель. И снова критики Обамы говорят, что хозяин Кремля выглядел увереннее и доказал, русские санкций не боятся. А неожиданные и стремительные действия по вмешательству в ситуацию в Сирии якобы смешали карты Вашингтона. Однако Майкл Доран из Института Хадсона уверен, что такое развитие ситуации не проигрыш и не сюрприз для Обамы, а часть плана нынешнего хозяина Белого дома. Я уверен, что это не случайность, и это не неожиданный результат.
Это прямое следствие видения президентом Обамой нового порядка на Ближнем Востоке. Логика очень простая и понятная. Я, Барак Обама, хочу увести США с Ближнего Востока, игра там не стоит свеч, я буду президентом, который закончил все войны и не начал новых. Вот о чем была его речь. Он, конечно, понимал, что если он скажет «я вижу Иран как союзника на Ближнем Востоке в борьбе с ИГИЛ, я вижу Путина, человека, который дестабилизировал Украину, как союзника на Ближнем Востоке», это будет неприемлемым в США. Но фактически он сказал это другими словами. Впрочем, предупреждают эксперты, такая резко возросшая активность Москвы все-таки грозит ослаблением позиций США. И не только за счет роста роли России или Ирана на Ближнем Востоке, но и из-за потери влияния в Европе. Предлагая свой план по Сирии, Путин как бы говорит европейцам: у США нет плана и нет вариантов. Единственный выход — сделать, как я говорю. Если хотите избавиться от иммигрантов, то надо избавиться от проблемы. В результате Путин толкает европейцев пересмотреть свою стратегию, свои стратегические отношения с США. Так что это очень умный ход со стороны Путина, чтобы создать раскол между европейцами и США. И обратите внимание, что он сказал про Ялтинские соглашения. Мне кажется, что он хочет заключения нового Ялтинского договора, чтобы мир признал новую Россию. Эксперты отмечают, что в нынешней ситуации крайне сложно прогнозировать возможное развитие событий. С одной стороны, Кремль продвигает свой план. Глава Пентагона уже отдал приказ открыть линию связи с Россией по Сирии. А тема Украины, кажется, оказалась на втором плане. Но, с другой стороны, неизвестно, каким может быть ответ Вашингтона. И сам президент США пока хранит молчание. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Во вторник США ввели санкции против более чем 30 лидеров исламского государства, их финансистов и сторонников. В список попали граждане Великобритании, Марокко, России, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса и Франции. Эта мера, по оценке Госдепартамента, должна отрезать ИГИЛ от мировой финансовой системы. В санкционный список Министерства финансов США внесена и организация «Исламское государство Ирака и Леванта, провинция Кавказ», действующая в республиках Северного Кавказа. Тем временем Комитет по вопросам национальной безопасности Палаты представителей опубликовал во вторник доклад, в котором говорится, что американские спецслужбы не смогли помешать более 250 американцам вступить в ряды террористических организаций, включая и ИГИЛ. Однако авторы доклада не привели доказательств того, что некое значимое число предполагаемых боевиков смогли проникнуть назад в США без того, чтобы их задержали или начали вести за ними наблюдение. Накануне на дебатах в Генассамблее ООН выступил президент Украины Петр Порошенко. Он обвинил Россию в агрессии против его страны и подчеркнул, что вооруженное противостояние в Донбассе и аннексия Крыма – это не гражданская война и не внутренний конфликт, а именно агрессия соседнего государства. Порошенко также выступил с инициативой постепенного ограничения права вето с последующей отменой этого права для постоянных участников Совета безопасности ООН. Он объяснил это тем, что страна, ведущая агрессивную внешнюю политику, не может выступать гарантом международного мира и стабильности, очевидно, намекая на Россию. В эти дни политическая активность находящихся в Нью-Йорке лидеров различных государств не ограничивается выступлениями в ООН. Наши корреспонденты слушали вчера президентов Украины, выступавшего в Колумбийском университете, и Грузии, говорившего в Совете по международным отношениям. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая присоединяется к нам из нью-йоркской студии. Вика, здравствуй. Давай начнем с президента Украины. Что бы ты выделила в его выступлении? Игорь, президент Украины Петр Порошенко, когда выступал в Колумбийском университете, он повторил те тезисы своей речи, которые он произнес за несколько часов до этого, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он назвал Россию агрессором, несколько раз подчеркнул, что Украина является партнером Соединенных Штатов, а также сказал, что за последние 2 дня он буквально 3 раза встречался с президентом Обамой. Вот что он сказал. Я имел удовольствие вчера утром, днем и вечером беседовать с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, с которым мы координируем наши усилия по защите мира и продвижению демократии в мире. Это не шутка.
Порошенко сказал, что он встречался с президентом Обамой и до его встречи с президентом Путиным, и после его встречи. Интересно здесь отметить, что в официальном расписании американского президента нет официальных встреч с украинским президентом. То есть можно предположить, что это были достаточно короткие встречи, как дипломаты такие встречи называют, на ногах. Когда Порошенко начал выступать в Колумбийском университете, он сказал, что буквально за 40 минут до начала его выступления в Минске контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заключила соглашение об отводе от линии разграничения вооружения калибра менее 100 миллиметров. И вот там, в Колумбийском университете, кто-то его спросил, как он сохраняет уверенность в победе. Вот что он ответил. Во-первых, мы пользуемся полной поддержкой американского народа. Во-вторых, я доверяю американскому Конгрессу и Сенату, где мы также имеем полную поддержку. Третье, мы выстраиваем доверительные отношения с американской администрацией. Четвертое, мы в состоянии защитить себя сами. И это самое важное. Вика, скажи, пожалуйста, кому обращался украинский лидер? Кто пришел в Колумбийский университет его послушать? Игорь, туда пришли в основном студенты Колумбийского университета и профессора Колумбийского университета. Его речь очень внимательно слушали, зал был переполнен. И стоит отметить, что его очень тепло там в Колумбийском университете принимали. Стоит отметить также, что вот за стенами Колумбийского университета на улице проходила акция протеста против его политики, которая была организована ультраправой группой под названием «Международный центр действий», которая была сформирована бывшим министром юстиции США Рэмзи Кларком. Так вот, эти протестанты, их там было несколько десятков, они обвиняли Порошенко в гибели 7 тысяч человек на Донбассе. Выразить свой протест против этого протеста пришел уроженец Донецка по имени Петр Залмаев. И между Залмаевым, который поддерживает политику Порошенко, и вот этими протестантами произошла вербальная стычка, такое вербальное противоречие. Они обменялись такими резкими словами. Но полиция нью-йоркская Залмаева очень аккуратно как-то отвела в сторону, чтобы вот эта стычка не переросла во что-то большее. А студенты, которые после выступления Порошенко выходили из здания Колумбийского университета, они не очень на этот протест внимания обращали, потому что, видимо, не понимали, чему он посвящен, не понимали его сути. Угу. Виктория, скажи, пожалуйста, вот выступление президента Грузии, я надеюсь, прошло без эксцессов? Да, Игорь, совершенно верно. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Это очень влиятельный политический клуб. Его члены влияют на формирование внешней политики Соединенных Штатов. Там его очень тепло тоже принимали, внимательно слушали. И там он попытался объяснить, почему Грузия продолжает вести переговоры с Россией по вопросу об оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии, несмотря на то, что эти переговоры ничем не заканчиваются и не приводят ни к каким результатам. И президент Грузии даже назвал эти переговоры мучительными и непродуктивными. Вот что он сказал. Да, это так, мучительные и непродуктивные, как сейчас вообще наши отношения с этим нашим соседом. Но мы должны продолжать диалог с Россией, мы должны привлекать Россию к столу переговоров. Если мы сможем обсуждать с Россией конфликт рационально, учитывая ее национальные интересы, мы сможем многого добиться. Потому что та точка, в которую Россия привела сейчас свои отношения с Украиной и Грузией, является не только нарушением международных законов, но и противоречит национальным интересам самой России. Ну и после выступления президента Грузии я спросила его, как он сегодня видит отношения между Грузией и Соединенными Штатами, и вот что он мне ответил. Естественно, что для нас Соединенные Штаты Америки являются страной стратегического партнерства, и мы стараемся углубить эти отношения во всех направлениях. Президент Грузии считает, что США могут помогать Грузии в углублении вот этого процесса евроинтеграции, на путь которого встала Грузия. Он также считает, что двусторонние отношения между США и Грузией нужно развивать и далее, потому что США могут помогать Грузии в развитии ее экономики и других сфер. Игорь. Спасибо. Спасибо. Это была Виктория Купчинецкая из студии в Нью-Йорке.
Массовые протесты, стрельба, люди в форме и блокпосты на дорогах стали реальностью и на западе Украины. Подробности у наших коллег в Праге. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Действительно, около 1000 бойцов милицейского спецназа вместе с лесной охраной и Нацгвардией пытаются прекратить незаконную добычу янтаря в Волынской области. Против силовиков восстали так называемые «черные старатели» из 3 регионов. И только за вчерашний день задержано около 200 участников бунта. Разбитые автомобили, блокпосты на дорогах и большое количество вооруженных людей в камуфляжах. Это окрестности села Гута-Лисовская. Здесь находится одно из янтарных месторождений в Украине. Бунт черных старателей начинался здесь еще неделю назад. Тогда с богатого месторождения на Волыни милиция выгнала около 1000 приезжих копателей и выставила блокпосты. Этой ночью старатели вооружились фонариками, лопатами и попытались вернуться. Там бусы стоят. Закончилось все массовым задержанием и стрельбой. Задержано около 100 человек. Изъято более 4 килограмм янтаря, 400 лопат, соответствующие буры. Уже к обеду на первом блокпосту собирается около 200 старателей. Требование одно – дать возможность копать. Ведь добыча янтаря хоть и незаконный, но все же один из немногих способов заработать на жизнь для жителей Полесья. По словам самих копателей, в день нехитрое ремесло приносит от 500 гривен до нескольких тысяч долларов. К митингующим, которые перекрыли международную трассу Киев-Варшава, выходит председатель местной райгосадминистрации. Когда дипломатические методы исчерпываются, начинается зачистка и массовые задержания. Далеко не первую вспышку янтарных восстаний на Полесье удалось пригасить стрельбой, силой и задержанием нескольких сотен старателей. Вот только надежд на то, что это последний такой бунт, мало. Ведь хоть и незаконное, но все же ремесло – единственный способ для тысяч жителей украинского Полесья прокормить свои семьи. Дмитрий Лентьюк, Украина. Настоящее время. Шоковая терапия, релаксация и откровенные разговоры. Харьковские волонтеры совместно с психологами придумали, как вытащить демобилизованных бойцов из состояния глубокой депрессии. Реализовывать свой проект волонтеры решили в одном из заброшенных детских лагерей. Подробности у нашего корреспондента из Харькова. Там стреляют. Роман служил в 93-й бригаде ВСУ, прошел Авдеевку, Водяное и Пески. Домой вернулся полгода назад. Но, несмотря на длительное пребывание дома, к мирной жизни все еще не адаптировался. Говорит, не покидая чувство, что он тут лишний. Но ощущение смерти, вот именно вот этот запах, вот он остается. Ну, просто смотрят на тебя, вот ты просто приехал оттуда, вот мы приезжаем, никто не просит, чтобы на ноги кланялись, но просто смотрят в лицо, и будто ты должен кому-то что-то. Чтобы избавиться от этого чувства, Роман с женой обратился в реабилитационный центр, созданный специально для таких, как он. Центр помогает избавиться от проблем, с которыми сталкиваются все бойцы, вернувшиеся из зоны боевых действий. Психологи говорят, в первую очередь задача реабилитации – декомпрессировать человека, попросту вывести из состояния боя. Перед началом курса бойца диагностируют, определяют степень проблемы, а уже после составляют программу и начинают над ним работать. Кому-то подойдет арт-терапия, кому-то подойдет телесно-ориентированная терапия, кому-то будет криосауна. Дальше мы работаем либо индивидуально, либо в группах, опять-таки. Зависит от диагностирования. Курс рассчитан на 2 недели. Это время бойцы будут проводить в реабилитационном центре на базе давно не действующего детского лагеря. Его реконструкция уже началась. Областные власти решают коммунальные проблемы, архитекторы разрабатывают интерьер, а волонтеры налаживают быт. Перестраивать мы ничего не можем кардинально и не будем, мы просто приведем в порядок. Один корпус косметический, но потом здесь тоже будет капитальный. Там будет капитальный ремонт, просто заменим полы, проводку. Интерьер лагеря и оформление территории будет выполнено в спокойных тонах и без кричащих фигур. Обстановка не должна вызывать у бойцов всплеска эмоций. Дальнейшие планы – обустроить территорию вокруг центра и вернуть к жизни бассейн. Для этого нам нужно будет здесь поменять трубы. Для этого нам нужно будет это все задуть, и все это надо будет перекрасить, покрасить. Поменять вот эту вот внутреннюю вкладку, в которую, собственно говоря, набирается вода. Центр еще не готов, но результаты его программы уже есть. Роман говорит, пройдя экспериментальную программу, чувствует, становится легче. Увеличивается какой-то внутренний подъем. Сон улучшается. Засыпаешь уже не под утро, но позже, но все равно засыпаешь уже не так, как ты спал до этого.
Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьков. Согласно официальной статистике, в Украине проживает около 15 тысяч людей с синдромом Дауна. Больше половины из них – дети. Системной программы поддержки таких детей и их родителей не существует. И чаще всего от малышей отказываются еще в роддоме. Груз решения проблем детей с синдромом Дауна ложится на благотворительные организации. Как живется особенным людям в Украине? Репортаж Ирины Любич. Маленький Дима с удовольствием знакомится с новыми людьми и каждому дарит искреннюю улыбку. В свои 4 уже знает половину алфавита, любит подвижные игры, музыку, но особенно петь. Но его жизнь беззаботна лишь на первый взгляд. Мальчик родился с синдромом Дауна и, как следствие, с серьезными болезнями и слабым иммунитетом, рассказывает мама Татьяна. С пороком мы и родились. Сделали операцию, потом после года зрение, значит, у нас упало. Потом из-за того, что они такие гиперактивные, у них эти суставы очень подвижные. Дима ходит в обычный детский сад, но специальных преподавателей, которые нужны ребенку, там нет. Заниматься дома самостоятельно тоже очень тяжело, говорит мама мальчика. Для детей-инвалидов нету кружков. Ты звонишь в администрацию, говоришь, я бы хотела ребенка поводить на какой-то кружок или еще что-нибудь. Все в планах, нету ничего. На лечение и обучение маленькому Диме государство выделяет $55 в месяц. Реальных государственных программ поддержки особенных детей пока не существует. Поэтому роль государства на себя взяли волонтеры. Они проводят благотворительные спортивные турниры, например, по пейнтболу. Собранные деньги, а это более $3000, пойдут на развитие образовательных программ для семей с солнечными детками. Государство ежегодно тратит миллионы гривен на работу специальной системы образования, а дети точно так же с 15 лет остаются дома. Это говорит о неэффективности самой системы, неэффективности программ. Украинские работодатели неохотно берут на работу солнечных людей, говорят волонтеры. Но все же люди с генетической аномалией могут жить полноценной жизнью. Яркий пример – 22-летний Иван. Уже 3 года он работает на ювелирном заводе, а в свободное время занимается боксом и играет в футбол. Устроиться на работу мне помогли родители. Мне нравится моя работа. Очень весело, друзья есть. Я могу сказать, что они моя семья. Сегодня в Украине существует только один центр, который опекается солнечными детьми с самого рождения. А государственная программа помощи и вовсе находится на этапе разработки, говорят в Минздраве. Тем временем количество детей с синдромом Дауна в Украине с каждым годом только растет. Ирина Любич, Юлия Дрозд, Аскольд Серко. Настоящее время. Киев. Далее у нас эфир из Вашингтона. Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. Как живется американским ковбоем? И чем жизнь на ранчо отличается от жизни, скажем, на ферме? Корреспонденты «Голоса Америки» в прямом смысле слова, засучив рукава, подготовили репортаж со скотоводческого ранчо в Канзасе. 3 самые важные вещи, которые стоит всегда помнить, работая на ранчо: забудь про мечту стать миллионером. Этого не произойдет. 2. Получай удовольствие от того, чем занимаешься. Ну и последнее. Часов не наблюдай, поскольку даже минимум почасовой оплаты ты не увидишь. Позвольте представить. Джо Мур, владелец ранчо. Он и его супруга Нэнси живут в 70 километрах от Додж-Сити в Канзасе. Наш обычный день. Мы встаем в 5:30, быстро завтракаем и быстро выходим на работу. Ранчо Муров – это почти 600 гектаров. В этом году у пары 120 техасских лонгхорнов. Уследить за всеми можно только верхом. Работа с животными – это ежедневный труд. Они требуют внимания каждый день. Работа на ранчо – это никакая не карьера, это образ жизни. Здесь мы вырастили наших 3 сыновей, здесь мы живем. То, что ты делаешь, со временем становится тобой. 19-летний Уильям Джойс приехал сюда поработать из американской столицы.
Мне здесь нравится, можно восстановить силы и расслабиться. А что может изучать парень из Вашингтона в Канзасе? Все о кормовой траве и ее ротации, о том, как регулировать число животных на гектар площади и другие факторы успеха. Я считаю, что физический труд и тяжелая работа в целом очень дисциплинируют. Уильям Джойс также учится арканить скот при помощи лассо. По словам еще одной работницы ранчо, 22-летней Элизабет Луч, работа с лассо – чистый адреналин. Я раньше очень нервничала из-за того, что необходимо постоянно контролировать лошадь. А потом все стало на свои места. Когда ты заарканил животное, ты испытываешь полный восторг. 14 лет назад Джо и Нэнси Мур открыли ворота своего ранчо для гостей и просто любопытных, с тем, чтобы укрепить свое финансовое положение и познакомить людей с их стилем жизни. Когда они купили и отстроили несколько домиков, поток гостей стал постоянным. Каждый раз, когда у нас новый гость, я вспоминаю, как мне повезло. Моя повседневная жизнь – это праздник. Только подумайте, есть и у кого отпуск всего 5 дней в году. Выпас лонгхорнов, работа с арканом и клеймом. Простая жизнь, которая приносит семье Мур настоящую радость. В Карелии разгорается конфликт между Русской Православной Церковью и местными жителями. В причинах противостояния разбирались коллеги в Праге. Катерина? Да, Игорь. Монастырь в Карелии возобновил программу по переселению светских жителей с острова Валаам на материк. И если раньше эта программа была добровольной, а по закону такое и остается, то сейчас действия монастыря приобретают насильственный характер. О противостоянии обычного народа с монастырем репортаж Глеба Ярового. Яна Юрна, уроженка острова Валаам. Сегодня в ее руках открытое обращение к патриарху Кириллу с просьбой обратить внимание на проблемы островитян. А именно, выселение жителей с острова. На самом деле, скорее, это какая-то последняя попытка обозначить свою позицию и обратить внимание общественности. Не случайно был выбран жанр именно открытого письма. В начале сентября Верховный суд Карелии вынес решение выселить ее вместе с 6-летней дочкой, матерью и отчимом из их муниципальной квартиры на острове. Истцом выступила фирма «Сент», служба эксплуатации недвижимости и территории, учрежденная монастырем. Я сказала, что у нас же действует программа добровольного переселения. Это действительно так. Те, кто хотел, они уже переселились. Я в программе в этой не участвовала и сейчас в настоящий момент не участвую. Но семья Смирновой далеко не единственная на острове, у кого отбирает жилье. Здесь таких около 100 человек. Филипп Мускевич приехал на Валаам из Эстонии в конце 80-х. Обменял муниципальную квартиру на островную жизнь. Впервые посетив Валаам, я полюбил этот остров, и по стечению обстоятельств оказалась свободная вакансия в государственном учреждении. Я сделал выбор и переехал сюда через некоторое время уже с семьей. Филипп стал одним из первых насильственных выселенцев из валаамского жилья. Эти кадры 2008 года, когда семью Мускевичей выселяли на улицу с несовершеннолетними детьми, облетели чуть ли не весь мир. Но даже без прописки и своего жилья Мускевичи не покидают остров. Сегодня живут у друзей. Также в зимней гостинице. Вообще должны были раствориться. Остались, работаем, хотя и в уголочке И работа, которая тоже еще осталась, тоже подлежит ликвидации в связи с тем, что патриарх решил, что эта деятельность отвлекает паломников от молитв. Между тем, для многих местных жителей продажа сувениров – единственный вид заработка. Но, по словам торговцев, в скором времени на месте их ларьков разобьют клумбы. А торговать на острове будет только монастырь. Пообщаться с представителями монастыря оказалось непросто. В офисах фирмы «Сент» мы никого не застали. И встретили директора Веру Скоблеву уже перед отъездом. В коротком разговоре она рассказала, что местное население с острова выселят к марту 2016 года. Есть время, то есть было время тогда, когда здесь было возможно жить людям. Сейчас сюда возвращается монастырь. Возвращается, не передают монастырю. Он возвращается. О возвращении и восстановлении справедливости нам рассказали и в пресс-службе монастыря. А также отметили, что сегодня для валаамских переселенцев
В городе Сартовало построен трехэтажный дом. Однако, по словам местного депутата Сергея Григорьева, здание это сомнительного качества. Его перестроили из бывшей конторы мясокомбината. Ни школы, ни детского сада, ни магазинов рядом нет, так как нет и центрального отопления. Греться новоселам застройщик предлагает электрическими конвекторами. Мне натопить потолки 32, мы примерно представляем, да, помещение электрическим отоплением. Это если сюда заселятся пенсионеры, то вся пенсия будет уходить у них только на электроэнергию. Летом этого года монастырь попытался провести жеребьевку среди местных жителей по распределению квартир. Но люди отказались. Александр Орлов, Глеб Яровой для «Настоящего времени». На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время», Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.